Добрый вечер, друзья. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, сегодня ведущий Петр Цепандин. Как обычно, мы находимся в гастростудии уютного ресторана «Мусхая». И, как обычно, со мной мой постоянный соведущий Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Друзья, сегодня у нас немножко нестандартная передача. За второй год выпуска нашей передачи, по-моему, мы впервые вчетвером с кадром, потому что к нам сегодня в гости пришли два молодых человека, преподаватели медиашколы Марьяна Шадрина и Эдуард Макаров. Ребята, здравствуйте. Привет. Да, приветствую. Привет. Вот, что такое медиашкола, с чем ее едят, вы потихоньку мне сегодня расскажете нашим телезрителям. Да, а до этого скажите, пожалуйста, с чем вы к нам сегодня пришли, что вы будете готовить. Да. Запеченные роллы. Запеченные роллы. Ну, такая Запеченные модная роллы, тема, да. да. А почему выбор пал именно на это блюдо, скажем так? Ну, скорее всего, потому что оно такое более актуальное, можно сказать. Мгм. Вот. И легко готовится. То Легко есть, готовиться, и все ее любят. да. Стильно, Ну или почти все. Стильно, модно, молодежно, да? Стильно, модно, молодежно, как Каждый говорится. любитель Просто может- и вкусно. Ага, И просто и вкусно. Ха-ха, вы выучили этот слоган, да, спасибо. Вот, ребята, я думаю, что это, в принципе же, так много времени не займет. Я смотрю, Семен уже взялся за рис. И вот сначала, по-моему, рис надо приготовить. Да, Пока у нас- рис варится, да, у нас есть такая традиционная рубрика в начале. Мы ее называем «Как я дошел до жизни» такой. Марьяна, давайте начнем с вас. С тебя расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как так получилось, что ты работаешь в медиашколе, откуда и все такое? Расскажи. Ну, получается, в медиасфере я уже лет, не знаю, 5, с 2017 года. Я, получается, занималась в школьном медиацентре 31 кадр, в 31 школе. 31 Да, школы. получается, Это вот наш... здесь же? Да, она тут рядом. Да-да. Ага. И, Кстати, получается, адекватно. наш руководитель медиацентра Дмитрий Попов, да, Ага. он вот научил меня всему самому основам каким-то, да, как управлять камерой, как снимать фото и видео, да. Это А когда потом... школьница когда была уже? Да, мне тогда в 2016 году мне было 13 лет. Так. Вот, в 7 классе я была. А потом в 2020 году, получается, он создал медиашколу и запустил свой первый курс по фотографии, по основному фото. Да, я подумала, почему бы не записаться? Прошла этот курс, потом прошла еще... Интересно было, раз. Да, плюс я очень хорошо знала руководителя, такая, ну, почему нет, типа, узнать что побольше, более углубленно, типа, да. Плюс поддержу начинание, так сказать, своего руководителя, с которым хорошо общаюсь. Вот, а потом прошла в ноябре того же года, в 2020 году, получается, курс по видео. Вот, после этого я начала брать коммерческие заказы, снимать там рекламу. Уже? Да, то есть это Да. ну, довольно быстро происходит. То есть, например, на своей первой съемке я снимала бэкстейдж танцев у Кати Потаповой, там познакомилась с видеографом Эрелом Гороховым. И так потом пошло. На какие-то съемки я начала ходить, что-то снимать. Где-то бесплатно, где-то платно, да, и так далее. Набирала, короче, опыта. А потом в сентябре 2020 года, получается, медиашкола запустила свой первый годовой курс. Мгм. Вот, а я Немножко летом... стала на ноги, скажем так, да? Да, а я уже как-то поднабралась опыта, плюс летом 2021 года я работала вожатой в лагере Конвершвили, и типа у меня был такой, ну, небольшой опыт Мы молодые ездили в лагерь, педагогический. когда решили в футбол играть. Это же вот по Покровскому. Да, Да, именно да, там. да. Вот я отработала там один сезон вожатой, а потом вот Дмитрий как мне говорит, типа, что, не хочешь преподавателем работать? Я такая, ой, преподавателем, типа, Да, да, ну это было немножко неожиданно, я думала, мне недостаточно опыта как-то. Но потом вот я согласилась, мне показалось это очень-очень интересным, не знаю, заработком. Плюс, типа, мне нравится общаться с детьми очень, и мне нравится медиасфера. Почему бы это не объединить в одно, как бы, целое, да? Ну, Вот. то есть как бы звезды совпали, скажем так. Да, можно Всё, сказать. так, тык-тык-тык. Это работу я не искала, она нашла меня сама. Вот. И там, кстати, на годовом курсе у меня была одна группа. Вот, Эдик, мой выпускник. Эдик ученик, да? Да, он был моим учеником в прошлом году, а теперь мы вместе работаем как коллеги. Так, ребята, ага, Марьяна, спасибо за рассказ. Эдуард, какая твоя история? Ну, я так понял, что ты тоже выпускник. Да, Мгм, всё медиашколы. верно получается. В 2021 году в сентябре мне подруга прислала в социальную сеть скриншот о наборе на годовой курс в медиашколу. Вот, получается. Я заинтересовался, потому что ранее я с 2020 года начал интересоваться вообще сферой медиа. То есть мне отец дал камеру, Nikon D800 вроде бы, и сказал, типа, на, держи. Ну, это мощная зеркалка. Ну, Да, почти мощная мощное зеркало, Ага. профессиональное, Да, можно да, сказать. почти профессиональное, Вот, да. ну, почти. Да. Вот, получается, дал зеркальную камеру и сказал, вот книжки, учись сам. И то есть, читая книги, ориентируясь на свои ошибки, я начал как-то развиваться в этой сфере. Вот, как раз-таки поступил в медиашколу. Поначалу, конечно, было тяжело, то есть в новой сфере как бы ощущаться, крутиться. Вот, но потом я как-то привык. Получается, 3 месяца мы изучали фотографию,
и там я знал практически все, потому что ранее был, ну, так сказать, начинающим Ну, фотографом. теорию. Да, теорию я знал, то есть некую базу знал, там, настройки камеры, то Ну, есть... 3 месяца это я как бы перебиваю, да, извиняюсь. Ага. Я потому что в молодости там тоже ходил в школу, Мичиль, по-моему, Яковлев проводил 3 дня. Мне показалось, что я все уже знаю фотографии. У меня тоже была зеркалка, и я так подумал, что я крутой фотограф. Но на самом деле это не так, конечно, да. А в твоем случае это 3 месяца. Это довольно много для теории, да? Да, ну, Но у нас там теория, она смешана с практикой, то есть у нас как бы А, ну, то занятие есть идет, у нас там буквально... Выучили и сразу это Да, попробовали. буквально сразу. Да. И плюс это повторяется очень часто, чтобы у нас была как-то уже наработка какая-то, да, чтобы набить руки. Набить руки, да. Да, и за эти 3 месяца у нас, получается, человек, он ну, максимально все знает про фотографию и уже вообще абсолютно спокойно может выйти на коммерческие заказы. То есть у него нет каких-то волнений, стрессов, ой, я что-то не знаю, а что эта кнопка обозначает в камере и так далее. Нет такого. Типа, он прям максимально готов, и он идет. Ну и сейчас камеры, скажем так, попроще, чем были, ну, условно, 10-20 лет назад. Ну, то есть засветить пленку, самое что Да. косяк, который для фотографа, ну, такого нету сейчас вообще, да. Конечно, баланс света можно перепутать, там, да, будь все синими лицами, ну, баланс белого. баланс белого, да, баланс, Да. да, баланс белого, ага. Вот. Да. Вот. Итак, И получается, для меня это было, конечно, ну, типа я все знал, я подумал, типа, а что дальше? Ну, для меня была еще интересна видеография, потому что видеография как бы, она, ну, не то чтобы, она немножко получше фотографии, потому что в видеографии там прям очень много кадров в секунде. фото, которое ожившее. Да, фото, которое ожившее. Вот, получается. Потом в декабре, как раз 21 года где-то, мне подруга написала, что Та же ее подруга? знакомая... Нет, другая. Другая уже. Другая подруга написала, Так. что ее знакомая хочет снять фотосессию. Для меня это был первый коммерческий опыт, потому что, ну, во-первых, получается, студия была очень маленькой. То есть там было от силы 20 или 25 квадратных метров. И было Ну, вот душно. как вот эта комната, ну. Нет, даже поуже этой комнаты. Ага. Вот, получается, было мало источников света, потому что, ну, студия новая, получается, и все такое, поэтому там было света мало. Из-за этого мне пришлось выкручивать яркость на большие настройки. Вот. Потом, конечно, там появились небольшие шумы, но которые я постепенно убрал на редакции постпродакшне. Вот. Но у них, короче, была еще задумка, получается, в задней модели поставить красный свет, ну, чтобы так красиво смотрелось. Но у них из цветных подсвечивать источников, красным, да, да? из цветных источников, короче, была маленькая кольцевая лампа, которая просто красным светом включалась. И типа я думал просто, а как можно сделать так, чтобы картинка была как бы яркой и насыщенной. В итоге я там провел какие-то махинации, вроде бы все получилось. На обработке, да? Да, на обработке получается. И за эту коммерцию мне заплатили около, ну, за час около 1000 рублей. То есть это была первая коммерция. Первая зарплата. Ну, скажем, Ну, первая профессиональная зарплата именно вот в этом, да? Ну, то есть Да. коммерческий заказ. Ага. да. Конечно, эти деньги я быстро потратил. На На что, такси. на что, на что, на что? На такси. А, на такси? Такси у нас нынче дорогое очень. Так. И куда же Вот. ты поехал на 1000 рублей? Хотел сказать, ну ладно, это не мое дело. Так. От дома до торгового центра, там, где размещалась студия. Я же говорил, что я буду шутить, но иногда не к месту, извините, ребята. Так что продолжай рассказывать. Да. Очень, Обратно. очень интересно. И потом обратно еще. И около часа еще сидел за обработкой этих фотографий. Мгм. Но результат им понравился, типа. Мгм. И я вот эти фотографии забрал себе в портфолио. Мгм. Вот. Ну что, я могу вот так делать, да? Это портфолио, это же вот, ну, образцы работ, которые... Да. Да, так. Вот. Но был еще самый легкий коммерческий заказ. Даже это не коммерческий заказ, это просто получается. Мы гуляли с подругой по городу, фотографировали все, что попало. Ну, стрит-фото, стрит-арт, все Чуть такое. было не спросил, с той же подругой? Хотел сказать, ладно, я пошутил. У меня много Да. подруг. Хорошо, так. Вот, получается, ходим, получается, гуляем, там, собаку сфоткаю, в парке пофоткаю что-то. Потом вечером разошлись, я иду, фотографирую театр Пушкина, вроде бы, который напротив отеля. Мгм, мгм. Получается, Русский театр. Да. Из отеля выходят два мужика. Получается, один говорит, типа, сфоткай меня, пожалуйста. Да Вот, ладно. нас с братаном, мы давно не виделись. М. Я думаю, хорошо, ну, типа, на улице темнота, во-первых, потому что это уже был декабрь, а там темно ночью, особенно, и поэтому там освещения сильно много было. Я такой, а как? Хорошо, думаю, выкручиваю. Вот так, да? Да, именно вот так было. Да, но. Получается, выкручиваю настройки яркости на очень максимальные. Там было около 6000, что ли, 400 ISO, получается. И на фотографии очень много было шумов. М. Я думал, типа, как избавиться от шумов. Я раньше не знал, что можно просто в приложении убрать эти шумы. М. В итоге, получается, я фотографирую их, портрет и дальний план, получается, где они находятся в общем в целом.
Вот, и иду домой редактировать фотографию. Редактирую, все вроде бы хорошо, отправляю им 2 фотографии. И он говорит: отлично, классно, типа, получилось, молодец. И спрашиваю, типа, сколько хочешь? Я такой За говорю, работу? Да, за работу. Я говорю, ну сколько не жалко. А у тебя прайса нету еще? Да, на тот момент у меня прайса не было. На тот момент я вообще был студентом, получается, Ага. медиашколы, и толком я не знал. Вот, сейчас, конечно, у меня есть прайс. Так вот, получается, он присылает мне на карту 500 рублей, и то есть буквально за 5 минут я заработал 500 рублей. Это были самые легкие, наверное, деньги в моей жизни. Ребята, расскажите, у нас с Рисом как? Он подходит, да? Еще пару минут осталось. Пару минут и Да. вытащим, проговорим, да. Я вот слушаю, да, и вот хотел все-таки вот поинтересоваться. Наши телезрители по-любому заинтересуются, что такое шумы на фотографиях. Фотографии Потому это что несколько помехи. раз уже озвучалось. Да. Да, Это но такие надо точки. объяснить как-то, что это. Шумы. Что такое шумы? Семену интересно стало. Шумы на фотографии, получается, при повышенной яркости на камере появляются на фотографии шумы. Получается, Технический дефект. Да, Да. точки такие появляются. такие точечки, очень много точек. Ага. Вот, и фотография становится как бы немножко Надо- пиксельной. Прополз. Вот. Помыть? Хорошо. Ага. И чтобы эти шумы убрать, в разных приложениях, ну, например, мы используем Adobe Lightroom, там есть, получается, такая функция, как убрать шумы. Она сглаживает картинку немножко, тем самым убирая шумы. Хорошо. Надо миску, чуть побольше. Да. И вот щипцы их подготовить. Сейчас скоро мы уже рис достанем. Рис достать уже, да? Да. И А вот промыть, видимо. хотел тоже вот поинтересоваться, да? Как вы вообще относитесь к еде? Вдруг и резко, да? Ну, просто Вы мне вообще интересно. кушаете, хотел сказать? Так, резко роллы. Обычно люди что-то попроще приносят. Мы думали, роллы это просто. Да? Да. Поэтому и было. Так, ну что ж, наш рис уже готов. Да, рис. Петр, я достану. Твоя задача будет миски чуть побольше. Все вывалить потом. Все вывалить, да. И Это мне ты? передай мне, Эдуарду. передай мне, пожалуйста, вот маленький. Или тебе? Нет. Это мне? Да, ну, пожалуйста. Да, и передай мне, пожалуйста, вот маленькую. Вот эту? Нет. Вот эту? Да. Да, пожалуйста. И тряпочку. И тряпочка. Да. Пожалуйста. Как рис подготовишь, скажешь мне. Ребята, я смотрю, вы очень молодые ребята. Ну, скажем так. Достаточно. Да, достаточно молодые, да. У меня все равно как бы как разлом стереотипов и все прочее, да. Не страшно было в таком молодом возрасте, раз и преподаватели. В вашем возрасте я не только под стол ходил, еще и в школе учился, скажем так, был студентом, да, скажем, да. Сейчас, видимо, другие времена, вы, получается, какие-то такие вундеркинды, да? Ну, не то чтобы вундеркинды. Лично я, получается, в школе у нас там были детские общественные объединения, где мы занимались как бы вожатским делом. Да, то есть я где-то с класса 7-го, а это где-то с 14 лет, уже работала с ребятами, проводила, участвовала в организации каких-то мероприятий школьных, да. Вот, ну и какой-то опыт тоже уже от этого был. А потом вот я работала в лагере, там я получила колоссальнейший опыт, просто колоссальный. Ну, вот, когда я вожатые, работала да? там, да, с ребятами, которым было примерно 10-11 лет, кому-то даже 9. Вот. И плюс в медиашколе, перед тем, как ты становишься преподавателем, у тебя, конечно же, ты проходишь обучение по методике, да, как работать с детьми, как общаться, да, вот по психологии как-то, да. Психологию даже? Ну, там довольно хорошее такое обучение, Да, ты прям потому все что же, максимально понимаешь. каждому же ученику нужно же и подобрать Да. подход. Кто-то неусидчивый, Да, кто-то да, там да, да. разболтанный, кто-то вообще пришел, Ребята я не знаю приходят почему. разные, да, Бывает же такое. Миску, пожалуйста. Бывает большой. еще, вот посмотришь на ребенка, он кажется таким, как будто бы не заинтересованным, да, отдаленным. На самом деле ему очень интересно, просто он может, не знаю, стесняться. Нужно его просто отдельно тоже раскрыть. Вот. И каждому ребенку тоже подходишь с определенным как-то методикой тоже и так далее. Да, да, ну какое-то такое, Да. каждому разное внимание, я так Ну, полагаю, лично нужно. мне, вот я была преподавателем в 21 году, как раз вот когда у меня была группа этика. Я не сильно старше была своих учеников, из-за этого мне было страшно, честно говоря. Я очень сильно боялась того момента, Ну, когда скажем они так, узнают... погодки, да, почти? Ну, я немножко, там года на чуть-чуть 3 старше. старше, наверное, Ага. да. Вот. И я думала, я вот прям боялась момента, когда они узнают, сколько мне лет. Потому что я думала, что все, типа, они знают, типа, в возрасте такие, ой, ну не профессионал, к чему она нас научит, ну, типа, разочаруются, короче. Да. Вот. Но потом, когда они узнали, они такие, нет, типа, вообще нормально, потому что, типа, я хорошо доносила материал, успехи определенные у ребят, конечно же, тоже были. И они просто, наоборот, даже обрадовались, типа, мы вот как ровесники, прикольно, типа, общие темы больше.
и так далее. Вот. А в этом году я чувствую себя максимально спокойно, учитывая прошлогодний опыт, плюс в этом году у меня ребята шестиклассники примерно, 6-7 класс у меня в группе. А каким образом отбор идет в школу? Или это просто любой желающий может прийти? Конечно, любой желающий. Любой желающий. Ну, Да. то есть человек заинтересован, с нулевым опытом, Да. просто ему интересно фото, видео. Он оставляет заявку у нас на Ага. сайте, получается. Потом мы ему пишем, связываемся с его родителем, и потом уже, как начинается старт, студент приходит к нам. Да. Плюс у нас раньше еще были бесплатные пробные занятия, где можно было понять, интересно это ребенку или нет. Вот. И далее уже годовое обучение получается. Там вот, если есть опыт, это очень круто. Тебе будет еще Нужно легче воспринимать Вот информацию. черная лопатка. Так. А если опыта нет, то это не страшно, Ну, потому что мы себя пойдет. обучаем. Нет, нет. Да. Сейчас передай Дику. Ну, Надо если немножко опыта нет, подогреть. то ничего страшного. Да, тоже, абсолютно ничего страшного. Ага. Самое главное желание, я так полагаю. Да. Чуть-чуть подогрел. Получается, в школе уже 3-й год, да? Я сюда Ну, залью. второй сейчас, второй годовой, вы сказали, идет. Сейчас, да? да, второй годовой. Второй курс годовой начался. уже Да, идет. Да. А много Перемешай народу хорошо. занимается? Ну, подростков. Это можно убрать? Ну, это, наверное, больше конфиденциальная информация. Ну ладно. Да, вы сейчас, да, у меня тоже сейчас ломка стереотипов, да. Вы так спокойно говорите, вот, я получила первую коммерцию, я получил первую коммерцию. А с коммерцией же, это же все равно, ну, скажем так, в первую очередь, конечно, это деньги, да, но это же ответственность некая, да? Не было страшно? Ну, Конечно, что там, было накосячу, страшно, что-нибудь конечно, такое. было Либо страшно. работу не примут, сказать, да это что такое, выкинули. Ну, там, поэтому, как бы, нужно, во-первых, начальный этап с того, как начинаешь коммерцию снимать, нужно ставить себе прайс поменьше, чисто, чтобы набить руку. Можно даже ходить снимать бесплатно, допустим, на какие-то мероприятия. А Да, потом, многие, когда уже... многие фотографы так делают, кстати, да, Да, на заре, и когда чтобы они потом, только когда- начинают, говорят, а давай я тебя поснимаю бесплатно. Да, и когда нормальный опыт уже будет, ты будешь уже уверен в своих движениях, и будешь знать, как поставить свет, как поставить камеру и так далее, то уже таких проблем не возникает. Плюс уже за счет того, что у тебя много заказов, уже нарабатывается опыт с тем, как общаться с заказчиком, и уже, не знаю, какого страха нет. Да, да. Ну, допустим, одно дело коммерческий заказ, когда человек специально приходит на фотосессию, а другое дело, допустим, ну, снять мероприятие, свадьбу, да, допустим, или там как корпоратив, или, не знаю, какое-то мероприятие. Ну да, чувствуешь действительно свою же можно там, да, ответственность. она же уже пройдет, а в фотке получится же что-то не то, да. Как в таком случае? Ну, как с клиентами идет разговор? Если уже получилось плохо. Ну, если получилось так, что ну, клиенту вдруг там, ну, не нравится или что-то не устраивает, ну, всегда бывает Ну, такие есть же, возможность могут возникнуть внести такие. правки, Мгм. какие-то, допустим, цветокоррекции, обработки там или что-то такое, а именно вот какие-то технические моменты в плане, что типа все фотографии не понравились. Ну, вообще, мне кажется, стоит многие моменты обсуждать на берегу, то есть до съемки, да, то есть попросить у заказчика референсы, да, то есть бывает такое, что вот как бы тема одна, но видение у двух сторон разное, и нужно уже на берегу понять, какое видение у заказчика. Ну, Да, сказать, что в первую очередь- хочет получить Да, именно. то есть Да-да-да. ты уже четко когда должен понимать, и когда ты снимаешь, то уже проблем не возникает. То есть типа он получает то, что он сам изначально хотел, и все, и все довольны, все стороны. Вот. Поэтому нужно просто уметь общаться с заказчиком. Ну, то и есть всё. и заранее обсудить, что хочет, да? Да. Потому что я тоже по своему опыту, бывает, что фотографов заказываешь, мы свадьбу снимали, да, Видишь, получаешь да. 15 тысяч фотографий, из них, ну, 3 хорошие. Ну, И надо прямо все 3 посмотреть. из Да, я 15. не прикалываюсь, это, конечно, так. Но очень много фотографий, надо все смотреть, Ну да. одинаково, думаешь, ну, На этапе постпродакшена, конечно, да, нужно усидчивым быть человеком и Ага. так далее. Но, не знаю, мне нравятся все этапы, в принципе, в работе фотографа, видеографа. а это обработка очень же сейчас интересно. для современного фотографа это же очень много времени занимает. Одно дело, ты пришел, расщелкал 1,5 часа. Ну, на самом деле нет. Есть такое Нет, понятие, да? как, допустим, пресеты. то есть- Изначально хорошо сделать. Ну, во-первых, да, кстати, да, я Да-да-да. стараюсь исходники тоже изначально хорошо делать, чтобы потом было меньше обработки. Посолить. Так, ребята, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, да, что самое главное, ну, в преподавании? В преподавании. Наверное, понимание студента. То есть каждому студенту нужен же подход определенный. Каждые студенты бывают разные, то есть кто-то может быть замкнутый в себе, кто-то, наоборот, открытый и дружелюбный. И вот в преподавании, скорее всего, нужно понять каждого человека, какой он по характеру. Для меня самое главное в преподавании, чтобы у ученика после занятия оставалось какое-то знание, и чтобы он не просто это знал, а чтобы он практически мог это применить. Вот. И с хорошим настроением домой пришел. Да, и, конечно, И в да. следующий раз вернулся.
Конечно. Да. Ну, у нас, кстати говоря, в медиашколе очень неформальная обстановка. То есть Ага. мы не просто, как обычная школа, где есть парты какие-то, да, и так далее. Мгм. У нас неформальная обстановка, мы общаемся с преподавателями, допустим, на «ты», ну, то есть студент-преподаватель тоже. Салфетку? Не. Э, Я жду. Ложку. Спокойно общаемся, как в такой дружеской, приятной обстановке. Вот. Мгм. И у нас такая, ну, как бы просто творческая, креативная тусовка ребят, которые вот Мгм. любят снимать фото-видео и хотят этому более углубленно обучиться. А такой немножко провокативный вопрос. А бывает отсев? Ну, то есть, да, кто-то пришел, сказал, это не мое, или говорит, ну, плохо. конечно, бывает, но... Да, да, не ну знаю, или по каким-то я- причинам, я не знаю. Конечно, такое бывает. Мне кажется, Ага. такое бывает в любом кружке. Ну да, да. Ну, Может, если не ложку, нравится, пожалуйста. как бы, Еще раз, ложку? Да. такое бывает. Главное, что они попробовали, что-то для себя узнали и вынесли в любом случае. Это тоже очень круто. Мгм. Дальше. Так. Эдуард, Щас. ты мне рассказывал историю про Да-да-да, она вот очень так. интересный момент в своей жизни, про Майнкрафт, что-то такое было, да? Получается, 2 года Да, назад... расскажи, пожалуйста, про Ага. это. 2 года назад была же пандемия. Ага, мы все сидели дома. Из-за Да. того, что мы все сидели дома, я начал, продолжил, точнее, играть в Майнкрафт. В Майнкрафт я играю с самого детства. Довольно классная игра. Нормально. Ага. Да, мои дети играли. До Все- каких по-моему, времен? по-моему, все дети играли. Да, все дети играли. Мгм. Вот, можно, пожалуйста, салфетку? Салфетку. Ага. Получается, играл в Майнкрафт и решил что-то построить. Начал со своей школы, 33-й. Вот. Построил ее в Майнкрафте, полностью весь фасад, повторялась в Майнкрафте, Мгм. и ее опубликовал в соцсеть. Ага. Что, вот, смотрите, ребят, 33-я школа, да? Да, что вот, типа, построил здание своей школы в Майнкрафте. Эту запись репостнули, получается, к себе на страницу в социальной сети. Ну, то есть, Моя скорее школа. всего, да, школьники тоже, да? Нет, там более... Там преподаватели занимаются. Мгм, мгм. Вот. Репостнули, я подумал, типа, ага, хорошо, потому что пошли реакции, комментарии и тому подобное. Вот. Затем, получается, я думал, что дальше... Так, ага. Затем я думал, что дальше строить. Я решил построить дом правительства. Ну так, Наш. да, наш дом Копию. правительства, да, копию. Получается, вот этот, который кирпичный стоит. Нормально. Так, ДП-1, Да. так называемый. Так, вот, его, получается, построил, отфотографировал, сфоткал его. Ну, получается, там просто Скриншоты. скриншоты, да. С игры. Вот. И тоже опубликовал его в соцсеть. Так, я забыл, как закручивать. Ну, сейчас как-нибудь. Ага, опубликовал его в соцсети. Ага. М. Потом, получается, там было очень мало реакций, комментариев. Я- Ну, типа, я ничего подумал, себе, типа, да? Нет, там было очень мало. Я подумал, типа, ну ладно, как-то не слишком залетело. Но вечером, получается, мне пишет корреспондентка ekt.ru и задает мне там пару наводящих вопросов, на которые я должен ответить. Вот. Потом я ложусь спать, думаю, что типа это очередной развод, пранк. С утра просыпаюсь, и первое, что я замечаю, когда захожу в телефон, мне пишут все мои друзья, типа, ты попал в новости, мы тебя видели в Гугле. Вот. Получается, я думаю, типа, шок, конечно. Ты новая звезда. Да. Вот, получается, просыпаюсь. Открываю ЕКТ и замечаю, что там реально есть пост, где моя постройка и мой комментарий. Это было для меня первое попадание в медиа. Очень классно. Потом мне писали в комментариях, что, типа, давай построй, типа, весь город. Я, конечно, начал строить площадь Ленина, но потом понимал, что его строить очень долго, особенно весь город. Даже собрав там некую команду для того, чтобы... Даже команда была? Да, чтобы этот... Сообщать. А? Сообщать делать. сообщать. Да, чтобы сообщать, сделать на том сервере, получается, город. Но нам все равно было мало времени. И очень долго строить каждое здание. Вот. Вот так примерно я и попал первый раз в новости. Конечно, там еще было. В детстве, когда я ходил в садик, Здесь Нори можно? когда я ходил в садик, получается, мы изучали якутские стишки. Так. Вот. Там был стишок про бедного зайчика, типа Кобах, Кубок, Бараксан. Барасан, да. Да. Котан, Калинин. Вот. Потом, получается, нас отвезли также в дом правительства, маленьких таких детишек. Какое-то совещание там было. И нам сказали, читайте стишки, которые вы выучили. На прямой эфир чисто.
Там было очень много операторов, репортажников, которые стояли чисто с прямыми эфирами. И мы на прямой эфир вещали, то есть рассказывали стишки. Ну, наверное, тогда я не осознавал, что типа, я на телеке, что меня по телевизору показывают. Но вот когда вышел уже в осознанном возрасте пост о постройке здания правительства, было классно. Вот. Конечно, мне обошлось без негативных комментариев, они присутствовали. Ну, это всегда. Да, это всегда бывает. Да. Самое главное, заметили, получается, да? Да. Мгм. А потом не стал стать, не захотел стать архитектором? Потом, ну, как я, получается, дал комментарий репортажнику, корреспондентке ЕКТ, я написал, типа, вот, хочу стать архитектором, там изменять и улучшать здания, но потом эта как профессия мне не сильно заинтересована была. Не сильно заинтересован был в этой профессии, вот, поэтому не стал в ней Все-таки развиваться. как-то больше медиа, да, получается? Да, все-таки больше в медиа и в предпринимательстве, наверное. Дальнейшем. Предпринимательство, да. Да. Да, а ну вот вы смотрите, вы молодые, все, как говорится, говорят, карта в руки вам, да. А кем вы видите себя, ну, условно, через 10, 5-10 лет? Вы планируете связать свою деятельность дальнейшую вот с медиа или... О, честно говоря, даже не знаю. В какой-то момент я думала вообще перейти в какую-нибудь другую сферу, но я так плотно сейчас засела в медиа, что это сейчас составляет огромную часть моей жизни. Но, допустим, через 10 лет я бы хотела видеть себя успешной и в других каких-то сферах жизни. Ну, то есть попробовать что-то новое, не зациклиться на одном. Потому что вот сейчас, мне кажется, в современном мире нет такого, что человек обязан работать на одной профессии всю жизнь, и типа, допустим, Ну то, да. на кого ты обучился, определяет то, кем ты будешь всю жизнь, ну, чем ты будешь заниматься всю жизнь, да? Сейчас время такое, что все быстро меняется, нужно ко всему быстро адаптироваться, нужно пробовать много чего нового, и, ну, вообще, короче, очень много возможностей, и нужно ими пользоваться. И я бы очень хотела быть успешной в чем-то совершенно новом для себя на данный момент. Ну, то есть, опять же, Ну, то есть я бы, конечно, буду связана с медиа, но я не уверена, что это будет основной моей деятельностью через 10 лет. лист. А тем временем у нас тут вообще практически батл получается. Семен делает, Эдуард делает, Марьяна делает. Я стараюсь сделать. Да-да-да, стараетесь делать. Не, ну у вас... Пергамент там лежал. Пергамент. 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 Вот он. А это же нужно будет нарезать, да? Да. Нарезать и как запечь. Ага. Нужно будет сырную шапочку сделать. И сыр. Сыр, смотрю, Семен уже натек. Да. Давайте я нарежу Да. свою половинку. И, наверное, Что-то много Семен народу было, свою, как будто да? меньше стало. Все кто-то шушали. Так, ну ладно, готовьте. Нож намачивается водой специально для того, чтобы да, не липло, да? Да, Семен? да, да. Иначе рис будет прилипать и нори тоже. Ага. Все не просто так. О, классно получается. Так, ребята, о работе поговорили, да, давайте поговорим о других вещах. Да. Чем вы вообще увлекаетесь в жизни, кроме, скажем так, работы? Как вы отдыхаете? В свободное время. В свободное время? Что такое свободное время? Да. Ну, на самом деле, даже не знаю, что меня прям еще увлекает. Возможно, в какой-то части сферы моды и стиля. Вот. Я бы хотела в чем-то таком даже Ну, по-моему, все двигаться. девушки так. Ну да, у большинства, Да? Ага. наверное. У большинства. Вот. И В это сфере нормально. там красоты, макияж и так далее. Так. Эдуард? Ну, сейчас с недавних времен снова открыл свой YouTube-канал. Влоги снимаю, лайфстайлы, что-то такое. Вот. Ну, все равно заинтересован в сфере медиа. Помимо медиа, у меня, по-моему, пока развлечений нету. Ну, там порой книги читаю. Только сейчас не смогу, конечно, сказать, какую последнюю книгу я прочел. Книгу? Да, потому что в основном я читаю книги про саморазвитие. Вот, чтобы потом в будущем что-то применить в жизни. Подчеркнуть что-то конкретное, да? А не так, чтобы не художественную литературу. По-моему, сейчас молодежь вообще мало читает. Или как? Вы с этим согласны? Утверждение? Ну, отчасти да. Ну, по сравнению с, допустим, 20 веком однозначно. Но мне кажется, потому что сейчас в основном информация вся в телефоне, так сказать, и она стала более доступной, можно где-то чуть-чуть прочитать,
нежели читать целую книгу, допустим. Ага, и Ну такой, и плюс, всё я, понял. ну, я не скажу, что чтение у молодежи полностью пропало, мне кажется, О, вот это просто большие мне, пожалуйста, сейчас, вот смотрите. ребята больше любят, ну, читать онлайн-книги, Ага. вот. Либо аудиокниги, подкасты, вот это вообще очень крутая тема, которая вот сейчас молодежи действительно нравится. Потому что это удобно, чем, допустим, послушать музыку, когда куда-то идешь, можешь послушать подкасты, узнать тоже что-то новое. Тоже Это очень такой, классно. довольно такой пафосный вопрос для вас обеих. Да? У вас есть какой-то такой, может быть, идеал, либо человек, на которого вы равняетесь, духовный, может, наставник, там, не знаю. Именно по сфере фотографии? Ну и давайте там, ну то есть раз уж вы этим занимаетесь, да, ну либо по жизни, допустим, на кого вы хотели бы быть похожим? Ну, я бы хотела быть похожей. Ну, не то, что похожей, но, наверное, равняюсь на уровень своей мамы. Она для меня вообще всегда по жизни была огромным примером. Ну и вообще она очень крутая. Она кандидат медицинских Можно наук. полечить, маме просто привет можно передать. Да, что? привет, мама. Это же классно, это же Говорю классно. сейчас про тебя. Да, это Моя классно. мама, она очень крутая, она кандидат медицинских наук, она работала очень долго врачом. В данный момент она предприниматель, она продает на Wildberries очень много разных товаров, честно говоря, я даже не перечислю. Вот, и, конечно же, в этом есть определенный успех. Вот, и она очень образованная, очень умная. Вот, мне кажется, нет такой темы, о которой моей мама бы не смогла поговорить. Вот о чем не спроси. Она все знает, всё знает, все да? умеет. Да, Ну, и она круто. вот всегда очень хорошо училась, как-то вот. Мне бы хотелось быть такой же продвинутая мама, да? и такой же мудрой, как моя мама. Мгм. А родители ваши одобряют ваш выбор? Конечно, моя мама меня всегда во всем поддерживает. Да. тоже Если самое. что, она, конечно, может дать какой-то совет, типа, ну ты уверена, типа, но она всегда поддержит. Мгм. Что бы ни было. Да. Ну ладно. Так, а тем временем. Почти все А, у слушаю. нас очень много получилось. Да. всех Класс, еще. накормим. Да, всех накормим. Раз, два, три, четыре. Я Я считаю так просто. очень прикольно сделала, офигеть. Что? Так прикольно сделала. Прикольно? Ну, да. Я думала, хуже получится. Реально всех накормим. Очень много. Да. Всех накормим. У нас Да, еще это надо креветки будет передать остались. Семену, чтобы он. Крабовые палочки. Да. Да, крабовые палочки остались. Остались. Ну и так сидим. Да. А это, листы закончились же, да? Да. Да, ровно Ну поставила. ничего. Всё. Итак, давайте подождем, пока все это заложим в духовку. Сделаем паузу небольшую мы. И посмотрим. Все же вместе, да? Как, влезет? Лезут. Вместится? О, правильно. Да. И рис остался. Да. Да, поедим. И рис тоже съедим. Ребят, такой, раз уж у нас Мы такая сейчас не снимаем. Мы сейчас снимаем. А. У нас кулинарная передача, что все-таки, да, традиционный вопрос, который я тоже всегда задаю, но обычно это Семен задает. Сейчас я Я уже задам. понял, что ты хочешь задать. Да. А что Давайте ты я больше- немножко Да. быстренько закину это все. А вот я помогу осторожно. Откроем ши. Тоже хочу задать вопрос, да, вот такой. Как вы вообще относитесь к якутской кухне или как вы часто ее употребляете в обычной жизни? Ну, честно Вообще говоря, сторонники ли вы ее? Может, мисочку Да. маленькую? ну, якутская кухня не самый частый гость лично у меня дома, да. Но на праздниках, конечно, когда мы собираемся всей семьей, она обязательно есть. Некоторые блюда кажутся мне специфичными, в силу чего я их не ем, да. Но вообще я отношусь к нашей кухне отлично вообще, с Вот. уважением. Эдуард? В якутской кухне строганина вроде бы очень классная. Или индигирка. Ключевое слово вроде бы, да. Вроде бы. Ну, строганина классная. Ага, Да, да. согласен, спору нет. Да. Особенно если типа солью посыпаешь. Вот. Индигирка тоже классная. С луком там ее смешал и вообще кайф. Вот. Кёрчах тоже классный. Особенно когда приезжаешь в деревню. Вот. Летом обычно я езжу в деревню. И с утра просыпаюсь, получается, там свежее молоко и свежий кёрчах, который вот недавно сделали из этого молока. Очень классно, кстати. Вот.
К якутской кухне отношусь также отлично, типа, нравится она. А что больше всего любите кушать? Есть такое блюдо, которое, ну, скажут, вот Чуть до ли не конца каждый. жизни будешь кушать только вот это. Карасей люблю. Да? Да. Индигирку бы. Индигирку? Да, То есть каждый день индигирку кушал? да. Да ладно, да? Да, ну вообще мясо, вот, рыбу вот, вообще очень классно готовить. В любом почти варианте. Так, самый интересный момент, ребята. Мы чуть-чуть отошли, потому что сейчас будет горячее. Выглядит очень симпатично. Очень Да, аппетитно выглядит здорово. Ну Так, что, ну что ж. да, я подаю вам вот это, куда нужно будет сервировать, Щипцы. видимо, щипцы нужно, да? Вот это можно убрать, передай миску. Петр, миску передай, чтобы эту? вот эти остатки туда будут. А, вы выложили, да? Пожалуйста. Так, там был соевый соус, Да. соус Да, васаби. соевый соус, И эти были. васаби. Соусницы были. Да, вот соусницы. Эдуард, я предлагаю тебе этим заняться. Ну и палочки нам подготовили. 4 штуки. Так. Лишнее мы все убираем. Васаби. Васаби. А, ты положил туда уже, да? Нет. Вот сюда подать Нет, не нет, добавил? не надо, это все отдельно пусть будет. Все отдельно? А, да? Да. Пожалуйста. Аккуратно. Так, ну что ж, Да, это мы потом уже выложим, когда ребята уже это. А вот это мы сейчас попробуем, да? это Давайте можно снять, покажем, как да? у нас еще получилось. Это для перебивок. Пожелание. Подумайте в голове. Вот. Открываю. Медленно, не надо головой. Здоровья, удачи и творческих успехов. Да, ну все. Самое главное. Да, самое мы важное, это начинаем что пробовать, не стесняемся. налетай, торопись. Да. Я, конечно, хочу очень большую взять сразу, да, но, наверное, не буду. Я вот такой с края очень аккуратно возьму. Мгм, по очереди. Надеюсь, не слишком горячая. Марианна, пожалуйста. Попробуйте после вас, как говорится. Мгм. А точно соевый соус такой густой? Мгм. Мгм. М? Вполне себе. Неплохо. Да. Вкусно. Конечно, можно было... Получилось! Да, получилось. Получилось! Сбалансированная, да? Да, все нормально. И Ну что ж. вовремя вообще все вкусно. Молодцы, ребята. У нас есть такая добрая традиция, я вас, по-моему, предупреждал. У нас в конце передачи мы даем гостям слово, ну, скажем так, для пожеланий. Вот, пожалуйста, вот на эту камеру. Желаю каждому зрителю найти для себя его вкусное блюдо. То есть для каждого человека бывает отдельное вкусное блюдо. Я желаю найти каждому зрителю то блюдо, которое ему будет нравиться каждый раз, каждый день, ну, повседневно кушать. Вот. И успехов. А я пожелаю, чтобы вы занимались только тем, что любите, и не тратили свое время на невкусную еду. Кушайте вкусно. Ну что ж, да. Ну а я, Петр Цыпандин, хочу еще раз сказать, у нас сегодня были преподаватели медиашколы Марианна Шадрина и Эдуард Макаров. Ребята, вам спасибо еще раз большое за ваш рассказ, за ваше блюдо. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, а я Петр Цыпандин. На этом потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы, друзья. Мирного неба над головой. Ну а мы что? Мы на Продолжаем кушать. Да, мы продолжаем кушать. Ну, я все-таки большой кусок возьму. Да.